وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب العالمين. Amin. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Allah'ım özünün barlığına birliğine Peygamber'e hak peygamber'e iman ketip iman menen ötüp ketкен Müslümanların қатарында marhum Özbekistan prezidentinin Mürzösün Nurdu kılgın жатқан жерini бейіштің бақшалардан bir бақша kılgın ya Rabbal alamin. Bordoş, jindeş bir tuğandarız Özbekistan'a eline жерine Allah tabarak ve taala bereke vergin. Eki mamlekettin dostluğun bekem kılgın ya Rabbal alamin. Jaratkan Allah'ım özünden jalbarıp turanarım. Yüreğimizdeki жақсы tilek maksatlarımızı kabul kılgın, dostluğumuzu bekem kılgın ya Rabbal alamin. Amin. Bir rahmetike ya. Уважаемый Алмазбек Шаршенович, я вас искренне приветствую в Узбекистане. Мне очень приятно, что вы, когда это все случилось, вы во главе премьер-министра очень солидную делегацию отправили. Вы в эти тяжелые минуты были с нами. Ислам Ильич мне рассказывал в ШОСе, как вы разговаривали последний раз. И он мне говорил, что ты готовься, говорит, мы обязательно в сентябре поедем в Бишкек. И, вот так уж получилось, что, я думаю, все, что он говорил, мы теперь должны исполнять. У нас очень много в торгово-экономическом пространстве, именно в экономическом пространстве нам очень много общего, и я вам показал, не все, потому что я много оставил, когда с визитом в официальном приезде в Ташкент, все нельзя же показывать. Но я показал, что у нас есть очень много совместными усилиями, мы можем нарастить наш торгово-экономическое отношение и товарооборот, потому что мы соседи, bizda aytadi shu bozorimizam mozorimizam birda bekorga aytmagan. Mana shu uchun biz mana shu все, что мы делаем, мы должны делать, что наши люди дружили. Все же, вот все, что мы сейчас, даже за последние 3 месяца, все, что сделано, это очень много дает основу, фундамент продолжения наших отношений. Так что я думаю, мы еще продолжим наш разговор. Я еще раз вас приветствую в Узбекистане. Хош келипсиз Өзбекстанга. Шақырғаныңыз үшін рахмат. Келдік. Албетте, мына Ислам Абдуганич менен мен 5 жылда иштеп қалдым чогуу. Почти 5 лет мы, как президенты, общались, работали с уважаемым Исламом Абдуганичем. И пусть земля ему будет пухом. И, конечно, у каждого лидера своя эпоха и большая заслуга Ислама Абдуганича, что он сделал по-настоящему независимый Узбекистан, стабильный Узбекистан, который избежал тех, например, волнений, смут. У нас была 2 революции. Это беда, по большому счету, не дай бог этого. Стабильность выше всего. Надо ценить стабильность. И мы помним большую заслугу в 2010 году, когда выдержанная позиция Ислама Абдуганича помогла остановить вот это провокационные столкновения, которые были организованы провокаторами. Конечно, у каждого времени свой лидер. Мне кажется, вы тот лидер, которого ждал Узбекистан, народ Узбекистана. Теперь надо делать большой упор на экономику, на развитие отношений, снимать какие-то ограничения, какие-то заборы, ненужные преграды. И нам надо сделать все для того, чтобы люди не ощущали этих границ. И я думаю, мы сегодня открываем новую страничку именно в юбилейный день. И этот договор уже будет не просто бумагой, которая была когда-то подписана и, возможно, потом забыта. Этот договор мы с вами, я в этом абсолютно уверен, вот с вашим приходом он уже будет живым договором, все будет по-другому. Я очень рад вашему приглашению, я очень рад, что мы увиделись. И, конечно же, и мы вас тоже ждем с официальным визитом в Бишкеке.
38 лошадиных сил. Вот это самая сейчас покупаемая машина в России. Да? Вот это. 230 километров в час. Расход топлива 10 литров на 100 рублей. 10 литров? Да. Полный подогрев. 10 литров?